Ассаламу алейкум, приветствую всех. Сегодня 10 апреля 2020 года. Я бы хотел сегодня анонсировать новую рубрику, которую я назвал «Новости сопротивления» и актуальные на текущий момент времени новости я вам буду периодически рассказывать и выкладывать в YouTube. Итак, начнем. Вчера, 9 апреля 2020 года, мы получили отличную новость о том, что премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев выписан из больницы. Его здоровье стабильное, он идет на поправку, его жизни и жизни его супруги ничего не угрожает. Хвала Всевышнему. Дал маршал Дуэль Цонгшмел Волчан. Далее. Я бы хотел сообщить еще одну очень важную новость, трагическую новость. 25-я годовщина зверств российской армии в чеченском селении Самашки, сообщает нам сайт Ичкерия.ат. Итак, как мы знаем, 25 лет назад российская бандармия напала на населенный пункт Самашки и убила более 550 человек. Зверства, которые творили русские фашисты, не поддаются никакому объяснению, и человеческая логика не понимает той жестокости, которую применяет российская армия, как применяла в Самашках, так и в других населенных пунктах неоднократно. В Самашках русские фашисты убили более 550 человек, вытворяли все, что возможно. Только некоторые случаи из них я вам приведу, не вдаваясь дальше в подробности. Все эти факты задокументированы, видео, фото имеется, но ни один русский фашист не наказан до сих пор. Кроме одного Романова, который наши бойцы благополучно подорвали, и он более 20 лет находился в состоянии растения. Итак, русские фашисты вырезали сердце живым людям и клали это сердце им на грудь, убивали их таким способом, разрезали животы беременным женщинам, убивали маленьких годовалых, двухгодовалых детей на глазах матери, потом вскрывали, разрезали живот матери и закладывали этого ребенка туда. Был один случай, когда фашисты убили 7 членов семьи. Отца 8-го облили бензином, а 9-го члена семьи, молодую девушку, оставили наблюдать за этим. Девушка вырвалась из рук фашистов, обняла своего отца и вместе с ним сгорела. И таких случаев было очень много. Вешали на проволоке детей, которые перед школой, и писали «Русский медведь проснулся». Также никто не был наказан и даже назван в трагедии, которая произошла в Тбилиси 30 лет назад. 30 лет назад в Тбилиси армия и милиция с помощью боевого отравляющего газа и саперных лопаток разогнали мирный митинг сторонников независимости Грузии. Погиб 21 человек, пострадали больше 600. Установить, кто отдал приказ о силовом разгоне, так и не удалось. По советскому ТВ заявили, что во всем виноваты экстремисты, которые устроили давку. Ровно через 2 года Грузия стала независимой. Выражаю свои соболезнования грузинам. США начала силовую операцию по перекрытию наркотрафика из Латинской Америки. И вот что сообщает нам сайт Цензорнет. Непредсказуемым и негативным последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, заявила спикер МИД Российской Федерации Захарова. Решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке грозит крайне негативными последствиями. Вы только задумайтесь. Перекрытие наркопоставок уже официально МИД России заявляет, что это грозит для них крайне негативными последствиями. Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями с учетом нынешних обстоятельств может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы, о чем мы говорили неоднократно, заявила Захарова на брифинге. Что хотелось бы сказать по этому поводу?
Это очень хорошая новость, и в этой новости прекрасно все. Но надо еще напомнить об очень важной детали. Наркотрафик курируется ФСБ не вот настоящей демократической России. Наркотрафик во всем мире, большинство наркотрафика курировалось еще со времен КГБ. И для финансирования этими неучтенными криминальными деньгами своих агентов влияния, террористов, так, например, такого террориста, как Шакал, который сейчас отбывает пожизненный срок во Франции. И это такое распространенное дело для привычное такое, скажем, родное дело, родной источник дохода у вот, бандитов из КГБ, ФСБ. Стоит напомнить, тут недавно, в прошлом году, был задержана в посольстве, была задержана партия из 400, более 400 килограммов кокаина, за которым прилетел Николай Патрушев. Тот самый Николай Патрушев, который в 1999 году взрывал дома в Москве, Буйнакске и Волгодонске, а в Рязани его террористов задержали. И лично на самолете он прилетел забирать их. Полиция установила слежку, и было выявлено, Патрушев, конечно, был отпущен, к сожалению, но было выявлено, что занимается непосредственно кокаином сам Николай Патрушев. По поводу коронавируса. 1 апреля Лента.ру сообщает, в Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом. Далгеш Дольцун. В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус. Это первый летальный случай в регионе, сообщает со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по республике Риты Тирмулаевой. Как заявила Тирмулаева, женщине было 82 года, она приехала из Москвы. По состоянию на 1 апреля в Чечне выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Что это 10-й случай заражения. По данным на 29 марта в регионе обнаружили 9 человек с коронавирусом. Это, я так полагаю, заниженная оценка с учетом лживости русских СМИ. Поэтому всех чеченцев, всех жителей, граждан Чеченской Республики Ичкерия предупреждаю соблюдать правила гигиены, постоянно мыть руки, не появляться в местах скопления людей. Далее сообщаем про коронавирус в Дагестане. Кавказ Реалии сообщает, 10 апреля 2020 года в Дагестане умерли 3 человека с подозрением на коронавирус. Умерли с 10 апреля умерла 81-летняя женщина. Утром в тот же день скончались еще 2 пациентки 62 и 56 лет. Они обе были госпитализированы в больницу с тяжелым состоянием, все находились в реанимации. Также ситуация с коронавирусом в Северной Осетии, где получили еще 5 подтвержденных результатов на новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, число заболевших и подтвержденным диагнозом COVID-19 в Северной Осетии возросло до 27 человек. Из них 5 человек проходят лечение в Республиканской клинической больнице, сообщает Кавказ Реалии. На этом мои новости закончены на сегодня. Если вам понравился формат, пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте наши видео. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания, друзья.